Мы сейчас на южном рубеже горной Ингушетии, в Джейрасском районе у западного берега реки Аса, где столетиями стояла и стоит каменная стража, башенный комплекс Тайпа-Тумхой. Он был вратами в горный мир и первой линией обороны. Но так случилось, что Тумги покорило время. Сотни лет сейсмической активности, климат и ландшафт методично скрывали башни и склепы под землей. К 2024 году многие объекты фактически ушли в грунт, но тогда же и началась беспрецедентная программа по их спасению. Комплексные археологические и реставрационные работы, финансируемые предпринимателем и меценатом, президентом группы Совмар Микаилом Гуцериевым в рамках договоренностей с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Сегодня же башенный комплекс Тумги возродился, отреставрированы десятки памятников. Маслина дал мясил лучше, дал маслин барки лучше. Я ряд слушал, маслин дал ряд слушал. Микаэл тна дигдер мака, але зданис диар, برت диар, хамял диар, аз хадид диар, ичра программ хаяй, ичра. Вот башра, твои еще. Цифры говорят сами за себя. В Тумги на сегодняшний день завершена реставрация 38 объектов культурного наследия. Среди них 19 жилых башен, 2 полубоевые, 16 склепов и храм Тумгой-Орды. Эта работа не имеет аналогов по сложности и охвату. В Санкт-Петербурге проектная организация АСМ Группа сделала проект. На сегодняшний день мы закрыли здесь, отреставрировали 38 объектов. Это 19 жилых башен, 2 полубоевые, 16 склепов и храм Тумхой-Орды. Сам комплекс, это не комплекс, ансамбль, огромный ансамбль, большой фронт работы. Ну, естественно, огромные средства вложил в этот объект, в этот ансамбль президент группы Совмар Микаил Саурбекович Гуцериев через свой фонд возрождения. И на сегодняшний день мы завершили реставрационные работы на данном объекте. Философия здесь была строгой, никакого новодела. Задача стояла не в том, чтобы построить заново, а в том, чтобы вернуть к жизни то, что уже было создано. Камни брали из тех же карьеров, известковый раствор, замешивали по старинным рецептам. Даже толщина стен и наклон кладки воссозданы с инженерной точностью, как это делали средневековые зодчие. Они толу гятчахаш, что делал проектировщик, толцанник шек болуш бар, толу гятчахаш. Но делал как это, вот оз ердик лахти, ермулахти, ан али шо отсюдихона, цайржим бодре, о основание тай, потому что делал основание хасиет, че мегжетер, цендошки делал, ерёх комплексе чё делал, оз дук ахигат, оз дик бог баб. Самым важным открытием для проекта стал мощный культурный слой. При обследовании выяснилось, что многие башни ушли в землю на 3-4 метра. Это значит, что целые этажи с входными дверями были скрыты веками. Это открытие кардинально изменило понимание истинных габаритов и пропорций каждого объекта. Большого размера комплекс, который, соответственно, насчитывает 2 полубоевые башни, больше 30 жилых башен в разном состоянии было, большое количество склепов и 2 маленьких кладбища, которые вот в той стороне позади нас. Когда мы начали исследовать комплекс, соответственно, было выявлено еще ряд объектов. Мы отыскали, поставили сразу же в реестр 3 подземных склепа, которые вот с той стороны чудом взяли и выявили, приходилось по обрыву спускаться со стороны обрыва. Но главная сенсация ждала глубже. Под полом одной из жилых башен археологи обнаружили следы поселения бронзового века с уникальной для Северного Кавказа системой укреплений. Это как раз свидетельство организованной жизни со всеми тонкостями, в том числе военного дела, а также предусмотренного убежища тех, кто стоял у истоков формирования местных сообществ. История Тумги словно стала длиннее на тысячелетия. Работы принесли и другие находки. Материал, серебряные подвески, в общем, очень интересных форм, редкие формы, бронзовые, треугольные. Некоторые из них, кстати, характерны только для
горной Ингушетии. Интересен также следующий предмет, вот эта металлическая кирка. В общем, это говорит о том, что Это здесь металлическое, какой год? металлические. Век. Это 17-18 века. 17-18 Да, все, да, поздние средневековье. Дело в том, что здесь в древности, около 5000 лет назад, возникло поселение древних людей. Позже на нем был построен башенный комплекс Тумги. Вот так вот. Вот, да, вот такой, можно сказать, двуслойный. Одной из башен, где организована выставка найденных при раскопках экспонатов, располагаются уникальные предметы, некоторые из которых датируются 3000 годами до нашей эры. Одним из центральных, который является вот этот каменный нож. Он интересен тем, что он заточен и с этой стороны, как вы обратили внимание, да? Вот, и исследование этого экземпляра говорит о том, что это на самом деле уникальный предмет. В кладке башни был обнаружен клад из 14 серебряных и медных монет времен Золотой Орды XIV века, эпохи ханов Тохтамыша и Узбека. Эти артефакты уже переданы в музей. Всего же на территории комплекса было выявлено и поставлено на учет порядка 75 исторических объектов. Были привлечены археологи, на некоторых объектах проведена профессиональная археология, которая выявила удивительные вещи, артефакты. Было принято взвешенное решение наиболее сохранившиеся объекты отреставрировать, а те, что находятся в крайне руинированном состоянии, законсервировать, оставив как есть. Этот контраст позволит будущим поколениям наглядно увидеть, в каком состоянии комплекс был принят и какой титанический труд проделан. Сегодня вся работа, которая ведется в горной части Ингушетии, это частица каждого ингуша. Это важно для любого человека, который здесь родился, вырос. Я уже не говорю, что это уважение к тому труду, который наши предки вложили в строительство этих башен. Сегодня, в наше время, когда очень много технологических возможностей построить данные объекты, это все равно это соприкасается с огромным трудом. И уважение к тому, что они в те времена делали, в таких сложные условия, которые они были, то, что они построили, мы обязаны были сохранить. Глядя на Тумги, сложно назвать это просто поселением. Это целая система укрепленных городов-спутников. Тумги, верхние и нижние, Бисар, Бярчи. В Средневековье это был эпицентр цивилизации, настоящее боевое братство, способное контролировать стратегически важные ущелья. Для современности Тумги это прежде всего колыбель. Отсюда ведут начало десятки ингушских фамилий: Тумгоевы, Мережковы, Олеговы, Албаковы и многие другие. В общем, 56 фамилий. Восстановление камней – это возвращение людям их родословной, материальной точки отсчета истории их семей. بركل آل لورسون بركل أنم دانسر توبادر أشياء جاغو تتيبا مول ورسقو ديهانا بركل يخونا تيبا دادي أشي ديهانا مخكو بركل يخونا الله يقامو بركل يخون يا جهما دادا ليل دي ونخشل ديز يحخليز يحخسخوج ونخشل سخوج يحم حديل داسر يا هم تندي شيء قونا خضرا يا خضرا شيء غلا خضرا دي هنا يمتك حياة وضري شيء يا هم دا زينقوش خانة مصل دول الداس ديلا دي أن خيتر دي هن أخشى تروح خرج دي حد الدرقري عندي هن هذا إشت دي هن وين أصلك خلر دي هن شيء مو جو غلا غد بخاو يا هم عادي. Глава Ингушетии, присутствующий на открытии, подчеркнул, инициатива по восстановлению направлена не только на спасение камней, она направлена на сохранение самой истории, идентичности и культуры ингушского народа. Если бы не это своевременное вмешательство, через несколько десятилетий от уникальных памятников могло бы мало что остаться. Тумги лишь часть огромной работы. Благодаря специально созданному для Ингушетии фонду Возрождения президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым на сегодня восстановлено уже 134 объекта в горах. На стадии завершения 86. До конца 2025 года планируется сдать 220 объектов. Но это уникальные. Здесь, я посмотрел, около 20 жилых, полубоевых башен. И это сила поселения. Я так понимаю, здесь очень многие жили, и 56 фамилий ходят в Тейп Тумгоевых. Все, которые относятся к этому роду, кто мог, приехали здесь. Изначально
ту задачу, которую обсуждали Михаилом Саврабековичем, он ее уже продумал, оказывается, он уже намеревался это делать. Он говорит, я буду делать на 10 лет. И надо понять, что это благотворительный фонд. Благотворительный фонд, который был специально создан для благотворительных целей нашей республики. Прям фонд вот для Ингушетии. Старейшины, присутствующие на церемонии, выразили общую благодарность Микаилу Гуцериеву и главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову, оказывающим проекту всестороннюю поддержку. Для них это больше, чем реставрация. Особенно Микаэла Гуцериев, هو Микаэла حج خنش هويتا خنش ولق بالدياتنا ويرتوي كالمليلاتنا دال توق سادولت خد دك خندات خد بعض باقاشان تا ير ديال علامة ديال علامة دال رسليو سجا إذا ضايد متك زيل مش عضايد إذا ضايد متك ولا ميكالا شيء سنغولدان diyor belki hakikaçadır da işte dişlerdir bir kere gol diyor hakikaç diyor işte diyorum belki Сунголда hadin bin diğer real olsun da siz olsun. Тумги просыпается, его башни, хранившие покой Тейпа и тайны тысячелетий, вновь смотрят на мир, но уже возрожденные, а у подножия каменных великанов, как и несколько веков назад, собрались их дети, потомки воинственных и мудрых горцев, чтившие кодекс чести, своим образом жизни проповедовавшие мир, добро, уважение друг к другу и любовь к родной земле. Это не конец истории, а ее новая, бережно восстановленная глава. Адам Мережков, Абдулла Тангиев, Магаз 24.